Низам долларын демін кетші Адахан Кимсанбаевич, Урматтуу Матмаров. Қорытынды сөз. Қорытынды сөз 15 минут өзі. Регламент ұшындай. Урматтуу депутаттар, талқыға қатысқаныңыздар үшін чоң рахмат. Эми аргандай сферадан аргандай илимдин, өндүрүштүн өкүлдөрү келгенден кийин телевидение өзүнчө бир специфический өзүнчө тармак, аны кээ бир терминдерин, кээ бир кыйынчылыктарын, кыйшалыштарын азыр Бейшимбек Маммедахунович айтып өттү. Чындыгында деле ошондой деп ойлоп калышыбыз мүмкүн. Бул жерде өзүнүн 30 жылдык өмүрүн берген дал ошол телевидениеге Зорунбек Садырбаевич турат, мүмкүнчүлүгүн да билет, техникалык каражаттарындагы, финансылык каражаттарында да мыкты билет. Көпчүлүгү бул жерде Бейшимбек Маммедахуновичтан калпайтынга уруксат бербейт. Кээ бир учурда ушундай жетекчилерди ал жерге алып барып келген. Жанакы ТЖК менен МХСтин айырмасын билбеген жетекчилер да иштеп келген ушул. Ал жерде абдан чоң, өзүнчө бир целая отрасль науки десек болот да. Эми чыгып сүйлөгөнүм боюнча, Оксана Александровна чыгып айтылы, это драконовский закон деп, я пытался рядом сесть и показать хотя бы одну статью, которую она называет драконовской. Она с трудом не могла найти. Какую статью можно назвать драконовской? Второй момент. Кабай Джабаевич сказал, что это дорогой закон. Я бы понимал, что если этот закон требовал абсолютного освещения прямой трансляции. Но такого нет. Президент телекорпорации абсолютно справедливо и правильно сказал. Без этого закона, значит, на совесть мы могли бы работать-то. Могли бы, но этого не делается. И вы спрашиваете сначала, давайте разобраться государственной телекомпании, а потом принимать такой закон. Уважаемые коллеги, я же пытался, я предложил вам закон о государственной телерадиокорпорации и независимой телерадиокорпорации. Компания. Вы же наотрез отказались делать какой-либо шаг вперед. Вы ссылаете сейчас на невозможно становится освещать деятельность государственных органов, уважаемые депутаты. Есть аналогичный закон, Бейшимбек Маммедахунович, и в Российской Федерации, и в Беларуси, и в прибалтийских странах, но почему-то они укладываются. Мы не говорим, что каждый день надо показывать. Информационная программа, мы порядок просто говорим. Мы не говорим, что 30 минут, мы не говорим 3 минуты. Давайте 20 секунд. Но народ, население должен знать, сегодня чем занимался законотворец. Но вы же напрочь отвергаете деятельность законодательной палаты. Мы же с вами свидетели. Мы вчера рассматривали архиважный государственной безопасности вопрос. Тут были представители правительства, представители силовых органов, пограничные войска были. Но телерадиокомпания «Пирамида» освещает, НБТ освещает, ВОСТ освещает, а Лото глухо, закрыто. Ни одной минуты, ни одной секунды. Ведь речь идет об этом, уважаемые господа, а не драконовские, чтобы заставить там. Не надо качать головой, не надо. Никто не заставляет телерадиокорпорации. И мы без того знаем, что никто не смотрит государственный канал. Мы не заинтересованы, чтобы показывали наши говорящие личико через государственный канал, а потом за ними, значит, были какие-то там комментарии. Надо сначала почитать. Очень внимательно надо почитать. Вы задайте постатейно, какая статья потребует из государственного бюджета хотя бы одного сома. Я вам отвечу, если моего опыта не хватит, Зорунбек Садырбаевич ответит. Мы согласны с вами или не согласны, что потребуется дополнительный хотя бы один сом или нет? Говорить можно по-всякому, но надо вникать в суть. Я в газетных делах, я честно скажу, я не разбираюсь, и сметы не могу составлять, и расчеты не могу делать, но в телекомпании я кое-что соображаю. Я понимаю, что за эта компания и какие возможности есть. Далее, уважаемые депутаты, тут говорится освещение. Телекомпания там bir камера да суровая, 1 метр кассета да суровая, 1 сантиметр пленка да суровая. Вот, снимается для архива, снимается. Мы от них просим, уважаемые господа, сделайте так, чтобы снятые на нашу пленку освещайте хотя бы так, как мы обсуждали ту или иную проблему. От телекомпании ни одного тына не требуется.
И теперь за время, да, они Минсвязи, они платят за освещение. Но мы же говорим, что сверхурочно ничего не требует. Мы говорим в рамках той сетки, которая освещается государственной национальной телерадиокорпорацией. Очень жалею, я сегодня забыл, я хотел вам раздать месячную программу передачи кыргызского телевидения. Вы бы там посмотрели, какая передача приносит пользу для нашего общества. Клип-рейтинг, голые девушки, полуголые, невозможно вместе с родителями, с детьми сидеть и посмотреть. Страшно становится посмотреть на эту телекомпанию. Вечером все собираются, но, к глубочайшему сожалению, у всех семей по одному телевизору. Там и келин отырады, қайнатасы отырады, қайненесі отырады, отырып алып, надо любоваться этими полуголыми женщинами. Это государственная идеология, государственная телерадиокорпорация. Крутятся бесконечные мыльные оперы. Это нам нужно. Это соответствует нашей психологии. Это соответствует той идеологии, которую проводит сегодня Осман Ақан Ибраимович. 283-я серия начинается, этой мыльной оперы. Куда это годится? Зачем это? Кому это надо? А там каждый через 1,5 минуты целуется и занимается тем, чем они должны заниматься в мыльной опере. Куда мы идем? И теперь посмотрите, телефильмы, Укр телефильм, Сталин телефильм, еще какие-то там телефильмы. Этого нам надо. Вместо того, чтобы еще прямое включение. У них есть возможности прямое включение, подключаться МЦМ, это Крип-канал французской телекомпании. У них есть средства возможности подключаться в прямом эфире. И каждый раз они пишут сколько? Прямое включение. Мы здесь в 2 шагах от телекомпании, и у них нет возможности освещать. Я это не понимаю, уважаемые депутаты. Было бы желание. И то, что прямая трансляция, это исключительных случаев, которые предусмотрены в Конституции, уважаемые депутаты. Хотим мы того, не хотим, они в первую очередь, как вчера съезд судей, они показали 3 часа. У них есть возможность на это. Почему? Потому что там господин многоуважаемый выступает. Без прерыва. Я отвечаю на возможности телекомпании. И второй момент. Тут прямое включение, то есть прямая трансляция в исключительных случаях. Это тогда, когда первый вновь избранный парламент начинает свою работу, тогда только. И то не требует, было бы целесообразно, пишется. Было бы целесообразно. Это первая работа вновь избранного нового правительства, тогда только освещается. Это тогда, когда президент ежегодно посылает свой народ, тогда прямое освещение. Это есть или послание выступает, это есть в законе или нету, Бишимбек Мамед Законович прекрасно знает. Президент где бы ни появлялся, туда и за тобой тащит ПТС. ПТС это передвижная телестанция. Мы исключительно только лишь регламентируем то, что узакониваем, то, что есть на сегодняшний день. Но да, в середине говорим, бір-екі статьяларды айтып отырады. Егер қолыңардан келсе, кешіріп қоясыздар. Настроениеңыздар дұрыс болып қалған болса, бүгін 30 же 35 секунд законодательный палатаны көрсетіп қойғанға мүмкіншілігіңіз бар ма деп сұрап отырады. Они прыгают, отбрыкиваются. Зачем это нам показывается? Кечеге комитеттің заседаниясы электроэнергетика бойынша болғанда ел ушуну билиш керек эле да. Пирамидадан көрдük, мы полную информацию получили, говорили, что дошли до апогея. Противостояние между законодательной палатой и правительством. Кто будет устанавливать тарифы на электроэнергию? Почему жители города Бишкека, которые смотрят телекомпанию «Пирамида», не возмущаются, но государственная телекомпания боится, что народ будет возмущаться? От чего мы опасаемся? И второй момент. Мы с Маратом Абдразаковичем скрупулезно посидели, посчитали. Правильно, да, Марат Абдразакович? Месяц сколько часов они освещаются? В неделю сколько часов они освещают? Собственное освещение Дагомбас. И потом мы разделили, правильно, да? Поминутно, посекундно распределили. Уважаемые господа, тут не надо бояться 45 минут, депутаты не дураки, Бишимбек Мамедатович. Не каждый день будет просить это 45 минут. Мы говорим не менее 7 минут, если там возникли какие-то там недоразумения, какие-то там вопросы. И мы посчитали, уважаемые, там сколько, Марат Абдразакович? 3%, да? А? От 3 до 5% получается. Это разве много? Из 100% мы просим не только для нас, но для деятельности президента, для деятельности, значит, правительства и законодательной палаты, мы просим всего лишь 3-5%
от общего объема освещения. Этого много. И более того, это не требует дополнительных средств. Мы сами можем предоставлять кассеты. И Бишем, наверное, мы должны выяснить, кто из вас прав, но наша пресс-служба, они говорили, они категорически запрещают, категорически отказываются принимать наши материалы. Они говорят, давайте сырье давайте, мы сами будем монтировать, и мы сами будем давать комментарии. Они говорили несколько раз. Они теперь уже не принимают наши кассеты давайте. И второй момент есть, уважаемые депутаты, очень хитрый момент есть. Да, 20 минут освещается, 20 минут. Но в телевидении есть такое понятие «смотрибельное время». На этом строят свою политику ОРТ, РТР и другие телеканалы. Посмотрите сетку вещания. Значит, с 6 до 9 это абсолютно другая цена идет. Почему? Потому что там народ не смотрит. С 9 до 11 максимальная цена идет. Правильно, Бишем Исмагомедов? Правильно. По ОРТ я могу вам показать сетку. Каждые минуты стоит сколько там долларов, если там будет пускать рекламу. Дневная реклама, это по другой цене идет. И самое последнее. Самое последнее. Тогда, когда освещается, то есть идет программа парламентской недели, 99% населения находится еще на поле. Вот Асан Раимович знает. Во сколько возвращаются с поля крестьяне, работники? Не раньше, чем 9. Правильно, Асан Раимович? Они все сеют сейчас, они все чистят орыки, они все сеют и занимаются весенне-полевыми работами. Мы холостую работаем. Возможно, только пенсионеры смотрят дома, и, которые мыльные оперы смотрят без конца. И они только у них только есть возможность смотреть на это парламентские недели, но им это глубоко безразлично. Они плевать не хотели на эту передачу. Мы просили летнее время, давайте сразу после программы Аллахов. Тогда, когда все собираются за ужином, за чаем, они могут посмотреть, уловить и поймать информацию какую-нибудь. Но и этого не делается. Зимнее время я согласен, давайте с 6:30 или с 7 там, до 8 часов. Но и этого тоже игнорируется, и этого не делается. Был закон дома, еще Бельтинчал ходит еще. Если вы считаете, что этот закон Мадумарова наш. Я первый раз спросил, давайте сделаем полшага вперед, если мы хотим стать цивилизованным государством, чтобы каждый ежегодно не по 53 миллиона там пожирала телекомпания. Давайте сделаем общественную телекомпанию. Давайте им развяжем их руки, дадим возможность, чтобы они могли зарабатывать деньги дополнительно. Но никто не захотел, уважаемые господа. Тот же Харукулов написал письмо президенту, говорит, нельзя столь стратегическое оружие выпускать из руки. Стратегическое оружие. Мы говорим тогда, раз вы не хотите акционироваться, общественную телекомпанию стать, трибуной для общего народа должны стать. Если вы этого не хотите, тогда будьте добры, уважьте законодательную ветвь власти, исполнительную ветвь власти, дайте нам хотя бы по 7 минут, мы просим, умоляем. Они говорят, нет, у нас нет возможности. А мы сидим здесь, говорим, возможно, некоторым это выгодно. Потому что, когда встречаются с избирателями, одно говорят, а здесь трибуны другое говорят. Станет ясно, кто есть кто на самом деле. Сколько лицов у этого политика? Я знаю, когда встречаемся с избирателями, мы, оппозиционеры, так называемые, из уст одного депутата выскочило это слово, оппозиционно настроенное. Без шоуна и шпигалаус, молодежь должен там поддакивать от отырған депутаттардан шоуна и шпигалаус. Куда